Также хочу затронуть тему наболевшего. Анимации. Да, интернету давно известны все эти брейнротовские ролики для детей, анимации с кошками, и в конце концов этот недомультик, но дело в том, что это и выглядело соответствующе. Сейчас же и научился делать аниме, которое легко может спутать с оригиналом. Думаю, все вы видели эти отрывки магической битвы или атаки титанов, и это просто поражает. Пока директор Маппы 3 дня сидел на работе, не видел своей семьи, какой-то чел сгенерировал анимацию меньше, чем за 5 минут. Это действительно расстраивает. Единственное, почему сейчас можно понять, и это или нет, это по звуку. Они звучат как будто роботы, пытающиеся имитировать человеческую речь, но скорее всего эту проблему решат в ближайшие 2 месяца. Сейчас, чтобы защитить авторские права и себя от использования в Sora AI, надо запросить защиту авторских прав у компании, что, например, и сделал Nintendo, но это не помогло. Челы с Reddit нашли обходные пути использования персонажей, защищенных авторским правом. Никто не в безопасности. Единственный способ, я считаю, чтобы защитить людей, это создать специальные законы, защищающие вашу личность и данные. Дании, кстати, сейчас работают над этим. Пожалуйста, будьте осторожны.